археологии и культурных коммуникаций Дештор имени Турхиадала приветствует вас Музей археологии и этнографии Карагандинского университета имени Букетова, Сарапинский археологический институт. Все, что вы видите здесь, поскольку тема фестиваля у нас коллекция, мы хотим вам сделать небольшую экскурсию по замечательным коллекциям Музея археологии и этнографии. И я представляю слово директору этого замечательного музея, археологу, кстати, который в какой-то степени моя ученица Марине Бельдибаевой. Добрый день! Я приветствую всех участников фестиваля и, конечно, одного из его главных организаторов, Эмурадика Усманову. Я желаю всем участникам фестиваля получить новые знания, познакомиться с новыми людьми и познакомиться с новыми и интересными коллекциями, одна из которых представлена в нашем музее. Музей имеет статус учебного, поскольку он является структурным подразделением Карагандинского университета Букетова. И к тому же он является подразделением Сарапинского археологического института. Все находки, которые представлены в нашем музее, сделаны руками студентов и археологических экспедиций, которые в настоящее время финансируются и Министерством образования и науки, и областным бюджетом. Наш музей был создан в 1981 году, а в 1985 посредством целого коллектива ученых, лаборантов, инженеров, среди которых Эмурадика Усманова. Ну и вы, Марина. Спасибо. Игорь Владимирович Лютковский, Валерий Григорьевич Ломан, Виктор Васильевич Варфоломеев, Виктор Александрович Новоженов, Игорь Алексеевич Кукушкин, коллектив единомышленников, которые создали музей и наполнили еще этнографию Харлану Баламбикову, да, которые собирали как раз замечательный момент нашего музея, коллекции этнографические. Это точно. И хотелось бы вспомнить, конечно, ушедших уже Валерия Валентиновича Евдокимова и Геннадия Борисовича Здановича, которые стояли у истоков как археологии Центрального Казахстана, так и создания музеев. Эмурадиковна, какая коллекция? Ну, мы будем проходить, да, вы понимаете? Музей вас привлекает больше. Марина, ну, конечно, каменный век – это начало всех начал. Это, ну, мы всегда говорим, что такое камень, да? Мы когда говорим с тобой об этой коллекции, мы говорим, почему человек летает в космос? Почему он сегодня с гаджетами? Потому что когда-то он взял камень и сделал из него орудие труда. С этого начинаются сегодняшние наши гаджеты. Затем у нас работали аспирантки университета Сорбонна-5, и взяв в руки вот такие кремниевые наконечники, отретушированные, великолепные, они говорили на своем красивом французском, это была просто песня, это была ария, посвященная эпохе камня. И мы этой коллекцией очень гордимся. Так. Ну, с чего начинается движение вообще в Центральном Казахстане? Это, конечно, металл. Человек в поисках металла. Как говорил Лукреций Карл, у него есть замечательное выражение, что все начинается с камня, а потом человек приходит к поискам металла. И здесь у нас начало металла. Ямники, которые идут через территорию нашего Казахстана, степи и доходят до Сибири. И, конечно, чем знаменит наш Центральный Казахстан, Марина? Название, да? Джиздык, Джизказган, самые топонимы – это место меди. И, конечно, наши материалы прекрасно демонстрируют историю эпохи бронзы. Я хочу сказать, Марина, у меня самая любимая, я понимаю, ваша любимая страница в истории – это саги, а моя любимая страница – это андроновцы. Ну, пройдемте к нашим андроновцам, нашей коллекции андроновские. Это, конечно, я всегда говорю, три кита андроновской культуры. Это керамика, это металл, ну и мое любимое – это ткачество. И, конечно, вот у нас мое любимое – это погребение. Когда у нас был в гостях Алжас Сулейменов, он сказал великую фразу: «Женщину в такой виде я вижу первый раз». Молодец. Молодец. Ну и мы здесь когда рассказываем, мы, конечно, рассказываем, что эпоха бронзы – это начало осознания человека себя во Вселенной. Кто он такой, как он уходит, как он приходит в этот мир, как он связан с миром предков. Все начинается там. И, конечно, наше любимое – это украшение, которое, в общем-то, его носит символику астральную. И, конечно, я очень люблю костюмы эпохи бронзы. Да? Вот это мое любимое. Вот дальше вы сами пойдете по эпохе сака. А моя любимая все-таки эпоха бронзы, когда мы вот по таким маленьким фрагментам
ткани, которую мы находим по погребению, вы бы восстановили костюм эпохи бронзы, поняли, что он был красного цвета. Это крашение мореной красили, то есть это технология крашения, это химия. И, конечно, химия, которая основывалась на понимании природы металлургии. Человек основывался, он понимал, что такое изменение субстанции. И, конечно, самые накосные украшения, это, конечно, металл. И эпоха бронзы дает большой свечок в чем? Мы забыли сказать, это кони скачут, это скачут колесницы, это наши находки Сатана, да, где колесница была, к сожалению, она не сохранилась. И вы посмотрите, конечно, эпоха бронзы – это замечательные сосуды. Когда мы говорим об эпохе бронзы, мы говорим, это без письменного периода, но письменность была в орнаменте. Эпоха бронзы явилась, на мой взгляд, примером понимания знаковых систем. Это революция символов. Хотя где-то в Европе, там, Анатолия началась раньше, в эпоху неолита и неолита. У нас демонстрация – это прежде всего революция символов эпохи бронзы. Люди стали понимать, что такое знак и как можно высказать свое мнение о окружающем мире через орнамент. Вот почему сосуды это, я говорю, это тетради эпохи бронзы. Но, Марина, я знаю, что вы очень любите две темы. Это тема Кента и тема петроглифов. Однозначно, что эта витрина всегда привлекает очень много экскурсантов, поскольку здесь помещена уникальнейшая коллекция резной кости, найденная на поселении Кент. Это поселение копалось, начиная с 80-х годов прошлого века, большими площадями с уникальнейшими находками. Виктор Васильевич Варфоломеев, Олег Валентинович Евдокимов, которые внесли свой вклад в исследование этого памятника, говорят о том, что количество бронзовых изделий на определенную единицу площади гораздо больше, чем в других памятниках эпохи бронзы, не только в Казахстане, но и вот в степной полосе России. Что касается коллекции резной кости, то это несколько десятков предметов, каждый из которых уникален. Не всегда предназначение их известно, но вот тот самый символизм, о котором говорила Эмма Радиковна, присутствует в каждой детали. Можно снять немножко крупнее, значит, и вот эти вот великолепные очковидную подвеску, и обкладку для зеркала, и вот эта вот палочка, покрытая великолепным орнаментом, черненым пастой и сделанным, вероятно, с помощью какого-то циркульного инструмента. Все это свидетельство высокохудожественного подхода к изготовлению подобных изделий, ну, вот, какими-то ремесленниками. Здесь же мы видим изделия из кости, которые использовались, вот, заготовки костяных наконечников стрел, уже сами костяные наконечники стрел и другие вещи, которые изготовляли представители этой культуры. Реконструированное жилище – это не что иное, как вот прообраз современной юрты. И ряд других изделий, конечно же, вот те самые изделия из металла, про которые я говорила. И опять-таки, чтобы продолжить вот эту тему символизма, я хотела бы вам показать инсталляцию петроглифов, которая сделана была в нашем музее благодаря инициативе и находчивости Виктора Александровича Новоженова еще в 1985 году. И, конечно же, тогда она удивляла своим, ну, вот как сейчас говорят, значит, 3D показом. Это точная копия петроглифов с урочища Шаматай в Каркаринском районе, выполненная на пенобетоне. Сейчас, когда мы имеем возможность цифровых технологий, это все делается немножко по-другому, но вот у нас некий такой заповедный уголок, который нам показывает, как музейное дело справлялось с экспонированием петроглифов тогда и что мы можем делать сейчас. Мы видим, например, в Центральном государственном музее или в Национальном музее Республики Казахстан. Здесь образы охоты, образы повседневной жизни, животные, которые окружали человека, и встречаются и ритуальные сцены. Ну, а далее Эмма Радиковна, конечно же, расскажет о... Ну, мы переходим уже, вот эпоха бронзы качается, у нас финал. Обратите внимание, как изменяется уже керамика, она становится другой. Появляется валик знаменитый, да?
мы говорим о керамике и о культурах валиковой керамики, да, которые буквально распространяются по всей степной полосе Евразии. И постепенно, шаг за шагом мы переходим к сакскому миру, да? Изменяется сама структура хозяйствования, меняется климатическая зона, да? И сразу начинается мир становится мобильным. И эта мобильность происходит у нас на магическую систему. Слово Марии Васильевны. Очень интересно всегда экскурсантам вот эта витрина, поскольку образ, вот, фотография на фронтоне витрины – это золотой человек. Сейчас и в школьных учебниках отражена та находка Армана Бесенова, связанная с исследованием кургана Талды-2. В витрине расположены сакский меч короткий, значит, наконечники стрел бронзовые с шипами, жертвенники, сосуд, фрагменты конской упряжи. И, может быть, забегая немного вперед, но у меня есть на это разрешение, я должна вам сказать, что в этом году в центрально-казахстанских степях была сделана удивительная находка, ее автор Игорь Алексеевич Кукушкин, и это сакский котел на 3 ножках, который удивительно напоминает подобные аналоги и житсу. Но удивительно то, что эти находки все случайные, а у нас она сделана в ритуальном кургане, расположенном неподалеку от сакских курганов, исследованных тем же Арманом Бесеновым. После реставрации эта находка украсит, ну, я думаю, не наш музей. Я думаю, что право на нее, да, имеет, конечно же, музей республиканский, для того, чтобы этим могли любоваться и остальные, значит, и жители Казахстана, и те, кто приезжает в нашу республику. Мы идем по эпохам, мы переходим в Средневековье, да? Это красивое время тюрков, это красивое время кипчаков. Мы очень гордимся нашей коллекцией, которая была исследована нашим карагандинским все-таки археологом, который сейчас доктор наук исторических, который работает в Кемеровском университете государственного университета, Любовь Николаевна Ермоленко. Она замечательно раскопала кипчакское святилище Аблай, и вот каменные изваяния, которые мы здесь демонстрируем, мы говорим о том, что даже при таком, казалось бы, минимализме, выразительности, мы видим с вами практически лица того времени. И с чем? Кто это? Есть разные точки зрения. Это идолы, предки. Но, скорее всего, это, конечно, связано с пониманием богини ума и с пониманием тенгрианства. И обратите внимание, вот Мария Васильевна, мое любимое камень назовем, вот это, у нее вечное, так сказать, стремление к небесам. Вот, казалось бы, 2 точки сделаны в манере рельефа на граните, а выражение глаз сохранено. То есть это вот этот минимализм, который восхищает и не может, так сказать, до сих пор удивляет нас. Ну и еще наша любимая с Мариной Васильевной, мы работали на буддийском храме, продолжили исследования наших 2 археологов Исмаилова и Бесенова на буддийском храме Кызылкен. А вот здесь, как всегда, археологов опередили. Здесь замечательная находка Скула-Агира, это золотоордынское время, но, к сожалению, этот курган был разграблен, этот Кула-Агир, это местечко под Карагандой, и вы видите, вот что любят кочевники. У нас обычно, вот это, наверное, корона. Нет, это не корона, это накладки на, будем говорить, на ноги, это парадные, так сказать, парадный выходной золотоордынского воина. Замечательное зеркало, китайское зеркало, которое тоже было принесено сюда, и кубок эскизной культуры, который выскают. Это, в общем, все, что кочевник с собой собирал по дороге и делал свою красоту мира. И один из замечательных находок, это у нас, вы видите здесь, это бусы, это деревянный гребень, это тоже кемако-кипчакское время. И еще раз повторяю, Кызылкенский монастырь,
который привлекает всегда с собой, будет внимание привлекать. Это уже 17 век, это Джунгары, который оставляет... Это единственный монастырь из 23 монастырей на территории Казахстана, сохранившихся руины. Перед вами тибетский буддизм. Ну и по этнографии, Марина Васильевна. Ну, у нас этнография небольшой зал, но мы любим его. Раздел этнографии всегда привлекает всех, потому что юрта как бы затягивает сюда. И после путешествия в древность для тех, кто приходит в музей, путешествия и свидания с этнографией и бытом казахского народа, оно очень интересно и важно. Естественно, у нас создан только образ юрты, потому что инсталлирована только ее часть, но тем не менее все предметы, которые здесь выставлены, они собраны благодаря Эмире Радиковне Усмановой. Нет, не только, мы даже знаем Джамбул Омарович Артыкбаев. Он начинал. А мы уже как бы продолжили. Это профессор сегодня Гумилевского университета, он начинал. И вот я хочу... Этнографическая коллекция нашего музея всегда очень привлекает и посетителей, иностранцев, которые приезжают в университет, и как бы увлекает даже и тем, что мы даем возможность интерактива. Наши гости одевают казахский чепан, присаживаются к дастархану и как бы переносятся вот в этнографическую эпоху. Интересно то, что коллекции собирались не одно десятилетие. И у истоков, значит, стояли и Эмма Радиковна, и Харман Балбекова. И, конечно, надо отметить, он тогда был студентом, потом аспирантом, Джамбул Омарович Артыкбаев. Это замечательная коллекция по Баянаула, когда они собирали. Я хочу сказать, что сейчас это собрать невозможно. Тогда еще была возможность собрать деревянные изделия, вы понимаете? Мы когда начинали это делать, да, это можно было собрать. Сейчас уже все. Сейчас эти вещи становятся уже хорошим антиквариатом. И, конечно, вы правы, Марина Васильевна, наши гости очень любят заходить в юрту, но это только для почетных гостей. И хочу еще раз сказать, это единственная юрта вот у нас в Караганде, да, инсталляция юрты, потому что даже в нашем Карагандинском музее нет инсталляции юрты. Интересно и то, что у нас были коллеги из Санкт-Петербурга. Это Русский музей, это Эрмитаж. И, значит, вот Людмила, она десятки лет работает в Эрмитаже, и она сказала, что образцы декоративно-прикладного творчества, которые представлены в юрте, они уникальны и, конечно же, интересны и специалистам музейного дела, и тем, кто мечтает познакомиться с казахской культурой. Ну вот, Эмма Радиковна, последняя съемка до пандемии была с представителем, значит, космического отряда НАСА. Да, НАСА, которым мы были, да, мы очень обрадован был, рад был сфотографироваться в национальном костюме и подарил нам даже значки НАСА, которые были с ним на Луне, в космосе, да. А мы опустили его вот сюда в этнографический раздел, и он был очень рад. Вот этот мир. Всегда всех привлекает коллекция ювелирки, которая представлена у нас здесь. И вот эта вот витрина, созданная Эммой Радиковной Усмановой, она как бы подводит к женскому миру казахской этнографии, поскольку и кунгам, и браслеты, и капсырма-застежки, и великолепная коллекция ювелирных украшений, сделанных из серебра, она соответствует очень четко образу вот, ремесленников, значит, казахской культуры. Выставлена посуда, и эта посуда тоже очень оригинально смотрится. Она оригинальна, она аутентична, это не копия, хочу сказать, да, потому что сейчас много копий делается для музея, а у нас аутентичная посуда. И они прям дышат тем самым временем, привлекая внимание, ну, вот, не только посетителей, но и тех, кто приезжает к нам по работе. В целом, значит, музей живет именно благодаря тому, что в экспозиции расположены подлинные экспонаты. В нашем музее нет места копиям. Нету копий. У нас есть сундук предков, как мы называем. И вот наш музей, заканчивая наш рассказ, да, он является у нас сундуком предков, где мы храним, начиная все с каменного века и заканчивая этнографической современностью.
Большое спасибо за внимание. Приглашаем вас посетить наш музей воочию. Приезжайте в Карганту. Успехов фестиваля. Успех! Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, рассказывайте друзьям, делитесь своим мнением или задавайте вопросы в комментариях. Также в описании видео будет ссылка на наш Patreon и социальные